Так, мы в эфире. Мы в эфире? Да. Ну я пока... Пусть будет. Так, ребята, кто нас смотрит, кто уже подключился, уже 5 человек. Мы ждем буквально 5-10 минут. Мы пока с Аланом просто об общем общаемся. А потом уже перейдем непосредственно к литературе. Алан нам принес последний выпуск и поговорим. Да. И кто смотрит нас, подскажите, нормальное качество, ненормальное? Я думаю, может камеру чуть ниже опустить. Ну, постой, сейчас проверю. Ну, кстати, да, много Да, высоко что-то. воздуха над головами. Да, наверное, так. Вот так. А то внутри что-то много воздуха над головами. Так. Ну, вот сейчас, по идее, потихоньку начнут подрубаться. В 8 часов, но это, наверное, первая трансляция, которую начал вовремя. И люди уже привыкли, они уже на 15 минуте начинают подключаться. Потому что, и самое смешное, чем больше стрим идет, тем больше они подключаются. И в итоге, когда в конце ты думаешь, что уже никто не должен быть подписан, то смотреть онлайн. Наоборот, вас может 65 человек, и вы не можете остановиться. Так, вроде норм сегодня связь. Олег, я надеюсь, вот этот стрим у меня произойдет без технических проблем, без обрывов и без всего прочего. Я сюда специально высокоскоростной интернет перевел, чтобы скорость закачки была не меньше 100 мегабит. Видео идет с небольшой задержкой, чтобы ты видел. Видишь? Я понял, да. Да. Сейчас буду тебе каверзные вопросы задавать. Давай, постараюсь ответить. Ты готовился? У меня давно к тебе много вопросов было. Меня беспокоит... Вот во всем не хватает актуальности. Так. Понимаешь? И в театре, и в литературе, и в прочем. Это я не вижу. Помнишь, когда Джонни Рамонов появился только? Помню. Вот его же люди там, я не знаю, тогда что было, Аська была или что, я не помню, но люди его тексты перекидывали, ВКонтакте было, да. Люди вот так перекидывали его тексты, потому что, реально они... Реваз, слушай. Реваз взорвал. Это очень мощное было произведение. Очень мощное. Реваз и Аделина, я не помню, что сначала. По-моему, Реваз был сначала, потом Аделина. Наоборот. А мне понравился рассказ, который в конце закончился, когда там щупальца, инопланетяне, что такое, они на рок-концерте были. Я, если честно, был потом разочарован тем его заявлениями о Южной Осетии, вообще о взглядах. Мне как-то так... Честно говоря, я не в курсе заявления его по Южной Осетии. Как-то так по Южной Осетии, что... Я как-то мимо этого. За публикациями, за литературными публикациями следил. А я вредный человек. Я очень внимательный человек. Когда кого-то читаю, мне надо понять, какие у него еще взгляды. Меня это прям очень сильно. Хотя, по идее, какая разница, да? Мне надо прямо. Это здоровый интерес. Это значит, насколько тебе интересно его творчество, да? Да. То есть, если бы его творчество не было тебе интересным, ты бы не пытался узнать, что это за человек. Сейчас потихоньку. Так, уже 8 человек подключилось. Еще ждем 5 минут, и мы с Аланом начинаем бурную дискуссию. Да. Так. Все вроде нормально, состояние отличное. И люди должны подключаться. 9 человек. Без очков уже ничего не вижу. Зрение посадил капитально свое. Падает, да, из-за постоянного контакта с компьютером. Да, близко я вижу хорошо. Но Алана не слышно, настройте микрофон, пусть громче говорит. Сейчас, подождите.
Лучше микрофон, потому что Я знаю, что делать сейчас. я не очень громко разговариваю. Так, вот я думаю, сейчас будет Алана лучше Да. слышно, я и микрофон поближе подвинул. Ну давай попробуем. Сейчас еще проверю, кардиоид правильно выставил вроде. Хорошо. Если плохо слышно, то сообщите. Да, у меня просто вот звонкий голос, и всегда бывает, что у меня с Алиханом, когда говорил, он тоже тихо, Батрас тихо любит говорить, а я вот, я кудр. Ты интервьюер такой, таранного типа. Не, я вот фиговый, вот хороший интервьюер это рус. Я нет, я мне же все говорят, пригласи на подкаст человека с каким-то вот другим мнением, чтобы у вас было ток-шоу. Но я не вытяну это. В смысле, я вот, ток-шоу много на телеке, в сетях, вот свободный разговор, поэтому подкаст не нравится. Когда просто, ты Гуджи подкаст смотришь? Да. Ну вот, во-первых, согласись, как Каргинов вырос. Слушай, ну я как юмориста, ну мне он не нравился как вообще. Но он интересный, вот уже над ним шутили все зрители, что вот он глупый, да, и он уже сам над собой прикалывался. А сейчас я слушаю, что он читает, что он слушает, я думаю, вау, чувак вырос капитально, он интересный. Вот. Ну вот подключаются люди уже, 14 человек, Отлично. да, 15 человек. Слушай, ну на самом деле я удивлен. Мы делаем не тот контент, который будут смотреть прямо вот массы. Я это абсолютно здраво понимаю. Конечно. Да, ну... А чему ты удивлен? Не, ну что, все равно много смотрит, я как бы... Так, Я просто не знаю, это много или мало. ну, для региона человек 60 онлайн, это много. У тебя бывает 60, да? Да. 50, 60, ну 30 иногда, ну по-разному, но это много, потому что... Вот я смотрю, кто вот на и политическо-исторические темы говорит, московские какие-нибудь стримеры. Ну, Егор Просвирнин, «Спутник и погром», раскрученный ресурс. 500-600 человек, если он зовет вот прям кого-то, вот медиа известного, да, там, как этого Мэдисона, и там сразу 5000. Ну, Мэдисон то игры играет, понимаешь? А потом сколько просмотров? Ну, до 1000 вырастает просмотров, да. То есть люди пересматривают потом. Вот это была такая интересная история, когда я выступал на Красной площади, презентовал журнал «Дориал» на книжной ярмарке. Когда я снимал Когда тебя. ты снимал, Да. мое выступление, там получасовое или какое оно было. И я очень переживал, что не придет народ. Мгм. Потому что это был понедельник, и я не помню, там что-то типа 2 или 3 часов дня. Ну, 3 часа было, я помню, да. Да, по-моему, 3 часа дня. То есть, ну, трудно, неудобнее время придумать, да. Но действительно немного людей пришло, 20 или там 25 человек, так, не больше. Но при этом это все были как бы люди, которые именно пришли сами, заинтересовались, мы никого там не для массовки не звали. Вот. Но то, что ты снял, потом получило 3 или 4 тысячи просмотров. Да. Ну, ты хорошую речь про 90-е сказал, мне она очень понравилась. Ну, Я знаю. поэтому... Я к тому, что насколько реальность уже непонятна. Это виртуальная реальность, это какая-то неправильная, да, формулировка. Потому что, а что это, если не реальность? Когда... Я тебе скажу, что вот обычная реальность, она вторична, виртуальная реальность первична. Она важнее. Так, я думаю, что мы начнем уже стрим. Я сразу отвечу Олегу. Олег, мы сегодня на эти темы не будем говорить. Мы сегодня с Аланом будем говорить про литературу. Да, поскольку Алан – это главный редактор журнала «Дориал». Вот последний выпуск посвящен молодым авторам. Да, полностью, да. Да. Может, коротко расскажешь, что здесь вот сейчас? И почему для тебя так важно было выпуск молодых авторов? Я-то знаю, но зрителям. Да. Ну, я еще раз всех поприветствую. Всем привет, всем спасибо, что подключились к нам. Если начинать с этого молодежного номера, то когда-то в литературном журнале «Дориал» было молодежное приложение. То есть журнал выходил 4 раза в год. И с 1995 года главный редактор Руслан Тотров, покойный, к сожалению, он придумал вот такую крутую вещь, крутейшую, как молодежное приложение. Таким же объемом стал выходить 5-й добавочный номер
который был полностью посвящен молодежи. И Руслан Хасбатович тогда как-то дал нам, молодым людям, возможность поверить в себя. Это вот абсолютно не громкое слово, а это именно то, что он сделал так очень просто. И из этого появилась целая плеяда молодых писателей. Да, я, кстати, себя не отношу к писателям, но действительно появилось много молодых писателей, которые пишут до сих пор. Но даже я, да, который там не добился никаких успехов в писательстве, для меня это было огромным таким поддержкой творческого начала в себе. К сожалению, потом, там, в середине нулевых, молодежное приложение перестало выходить. И когда чуть больше года назад я возглавил журнал, я просто дал себе слово, что это нужно возродить, потому что я знал, как это важно для молодежи. И мне говорили, у тебя не получится, потому что люди, молодежь уже так не пишет, как раньше. И действительно было опасение. Но получилось. Причем получилось, я считаю, на очень неплохом уровне. То есть вот здесь есть очень неплохое содержание, очень разные авторы во всех смыслах. То, как они смотрят на мир и как они выражают это творчески, письменно, это очень разный, очень интересный подход. Вот. Я не могу сказать, что действительно было, я нашел столько авторов, знаешь, что мне приходилось выбирать между там супер крутым и чуть менее круче, да, такого не было. Но вот на один номер я смог найти действительно очень хорошую компанию молодых остинских авторов. И надеюсь, что это будет ежегодное. Ну, я тебе, знаешь, что хочу? Ты говоришь про... В 90-е же первый выпускался. Да. И вот ты говоришь, что для тебя это было очень важно. Но надо же пояснить для зрителей, ну, может, кто-то 90-е не помнит, что тогда не было интернета. И что если ты где-то появился, твоя фамилия, имя, это уже было, ну, это существенно. Было да. Это мега круто было. Сейчас, конечно, совсем не так. То есть публикация в печатном издании для молодого человека сейчас не играет такой важной роли, естественно, потому что у всех есть интернет, да. Молодые авторы, даже кто-то считает вторичным по важности публиковаться в печатном издании, потому что у всех есть там какие-то литературные паблики, там уже свой круг, там, да. А в 90-х что было? Ну, естественно, это настолько было признанием того, что ты что-то стоишь, понимаешь? Это было абсолютным признанием, что в тебя поверили. Это вне сомнения было. Вот, ну, это непередаваемое чувство. Ну, я вот поэтому, тогда это было намного важнее и масштабнее. Я понимаю, почему на тебя это так повлияло. Дома за тобой ходили еще неделю родители, там, все твои близкие, и на тебя... Дедушка звонил, поздравлял, да? Абсолютно так. Вот смотри, забавная история, которая иллюстрирует это. У нас тут в номере есть одна молодая, очень классная поэтесса Алета Айдарти. Я совершенно случайно о ней узнал. Я листал интернет и где-то увидел интервью с ней. И Алета говорила о том, что время изменилось, что она пишет стихи, где-то публикует их в пабликах, что ей неинтересно публиковаться в печатных литературных журналах, и что прошло то время, когда главные редакторы там, в своих пыльных редакциях что-то решали для молодежи. Да? Я нашел ее стихи, мне они очень понравились, я нашел ее, связался с ней, предложил сотрудничать. И она по-настоящему обрадовалась все равно, когда я ей это предложил, и когда она впервые опубликована все же в печатном издании. Я к чему говорю? Так, Алан, говорят, тебя не слышно, сейчас я подумаю, как это сделать. Все равно печатные журналы, толстые литературные журналы, они все равно играют большую роль. Угу. Они, понимаешь, они дают признание, они дают профессионализацию молодым писателям. Слышно меня? Сейчас у тебя Да. спрашиваю. Так, надеюсь, слышно. Да. Да, ну давай продолжать. Я знаю, что хочу сказать. А ты можешь
Вот сейчас сюжеты, Да. которые в этом журнале, и сюжеты, которые были тогда, Мгм. они, ну, насколько они отличаются? Мне кажется, они отличаются. Ну вот, например, 90-е, вот какой был главный тренд? Что писали люди в основном? Писали о своей жизни, не касаясь политики, вот так мне кажется. Писали, был какой-то внутренний поиск молодых людей, поиск собственного места, да, в этой жизни. Вокруг была очень интересная реальность. Мгм. 90-е, вот этот весь и водочный бум, и Алания, футбольный клуб, это великие эти победы. И какое-то странное время было, да, потому что расцвет криминала на улицах, в то же время какой-то праздник. Очень странное было время, очень двоякое. И многие люди искали себя, свое место, да, в этом времени, но мало кто обращался к каким-то там, политическим темам или да, социальным, да, такого не было. Вот здесь этого больше. Потому что тогда политики было много Да. в пространстве. И она была неинтересна из-за этого. Ну да, Молодежь, ты мог шутить да. над Ельциным, было пофиг. Пофигу, абсолютно, да. Сейчас, когда это не пофиг, когда это может даже чем-то грозить, люди решаются наоборот на это. Мы случайно оказались в 70-х годах Советского Союза, да? В каком-то смысле, да. Тут, во-первых, тебе просят, пожалуйста, передать салам Алану от Малины. Я не знаю. Малина? Да. Ладно, спасибо. То есть здесь много политики. Ну, немного, нет, но она есть. А помимо политики, например, ну вот личные переживания или много фантастики. Вот ты рассказывал про фантастику на своем выступлении вот на Красной Да. площади. Нет, фантастического жанра здесь нет. Нету? Нет, здесь нет. Ну, то есть... Я не нашел ни одного молодого автора, который бы обращался к темам будущего там, или, не знаю, каким-то фантастическим прогнозам нашего настоящего. Нет, такого нет. Интересно, почему? Ведь вот в условиях такого цензурирования фантастика часто выступает хорошим способом что-то обыграть. Согласен. Как братья Стругацкие. Согласен, не знаю. Нет такого. Я не нашел. Ну вот, может это некорректно будет, но хотелось бы узнать, вот из этих всех сюжетов, которые здесь, вот, может какой-то тебе особенно запомнился, который тебя удивил, например. Может написан хуже, но удивительней. Как сюжет, как тема. Малина, сторонка нашего города. Я думал, это кто-то, как конкретно Малина. Спасибо, да, я очень много лет провел на Малине, на улице Тельмана, да, там на углу с Пожарского. Спасибо, я не знаю, кто это пишет, но Это очень Сослан приятно. Алборов пишет. Да. Привет, Сослан. Ты знаешь, есть отличный рассказ, который называется «Тазиат». Тазиат – это обряд, поминальный обряд, похоронный обряд в исламе. Автор Резван Хасанов, он из из Моздокского Кизляра. И это очень актуальный для нашего времени и для нашего региона рассказ, который абсолютно приближен к реальности. Но это темы религии, это темы экстремизма религиозного, это темы там, конфликта с силовиками, да, там, каких-то религиозных деятелей, тема чиновничьей продажности, да, вот такие темы. Это все в одном рассказе поднимается. Вот меня он сильно задел. У меня вопрос. Ты Ганиеву Рису читал «Салам тебе, Далгат»? Да. Вот там же тоже та же история поднималась, да? И вроде сколько времени прошло, она актуальна до сих пор, эта тема. Да, ты знаешь, вот в этом рассказе нет какого-то морализаторства, что ли. Просто парень пишет об этом всем как немой свидетель, можно сказать. И это добавляет рассказу только плюсов, потому что он там не подталкивает тебя никаким выводом. Это очень хороший рассказ, рекомендую. Я уже знаю, что точно его прочту, потому что «Салам тебе, Далгат» на меня произвел сильное впечатление, мне понравилось. Но я был разочарован, поскольку
Алиса, она уехала потом в Европу, уехала потом в Москву, она стала писать о писательской тусовке, о том, что происходит. Но взлетела она именно вот на простом вот этом почвенном контенте, который она произвела в Дагестане. И она больше не пишет об этом, и я это воспринимаю с горечью. Ну, нельзя ее винить в этом, она хочет расти и развивается. Ну, может ли автор хороший расти в отрыве от той реальности, которая изначально дала ему старт? Я думаю, да. Почему нет? Я думаю, да. Она ищет новую почву для своего творчества, и она путешествует, она смотрит мир и набирается чего-то. Сейчас у него вышла книга, которая абсолютно не привязана никак к Кавказу. Правда, я забыл название, я ее не читал. Ну, мне просто в какой-то момент кажется, что Кавказ, по крайней мере, как я вижу, может дать больше сюжетов, чем весь остальной мир. Я сейчас объясню. Я согласен. Я вот объясню в каком смысле. Очень много людей, вот, ну, блогеров, там, авторов, они путешествуют по миру, и они путешествуют, это все поверхностные путешествия. Никто же не остановится там где-то в фавелах бразильских и познает жизнь, да, там бразильскую. А на Кавказе мы это знаем. И вот ты обрати внимание, как сильно вдруг стал актуален именно почвенный контент. Вот, например, Оред Recordings, которые стали записывать народные песнопения, ну, Алиса Ганеева, которая Салам Далгат написала. Вот это все, и этого страшно не хватает. Вот у меня до сих пор по этому голод. Ты сейчас сказал, я это буду читать, наверное, сегодня ночью, потому что это серьезное произведение. Вопрос религии. Религии стало больше в произведениях, чем в 90-х? Или? Не знаю, мне трудно сказать. Честно говоря, кроме вот этого рассказа, о котором я говорил, здесь больше нет этой темы. А в 90-х я ее не помню совсем. Ну, а ты как вообще, ты помнишь, тебя трогало тогда вопрос религиозный как-то? Нет, вообще нисколько и ни разу нет. Абсолютно. Ну, у меня такое же ощущение, что в 90-е было абсолютно все равно до этого вопроса. Никто не знал, не разбирался. Ну, близко это не сравнить ту ситуацию с тем, что происходит сейчас, когда у нас каждую неделю какие-то религиозные, общественные, публичные столкновения. Да. Но это что же почва хорошая для авторства, для писательства? Конечно, ну для кого-то, да, не для меня, но для кого-то. Тут Тим пишет, фантастический стрим сегодня, обстоятельно со вкусом обсуждать то, чего не существует в природе, современную астинскую литературу. Вот она, вот современная астинская литература, она существует, вот доказательство. Ну, Тим, наверное, и астиноязычную хочет говорить. Астиноязычной ничего не могу сказать, я ей не занимаюсь, да, приглашайте сюда главных редакторов журналов Махдук, Нокзал, да, и Раф. Пожалуйста, общайтесь с ними, да. Но вот сейчас твоя основная деятельность – это выискивать молодых авторов. Нет? Одно из направлений, которое меня, признаюсь, больше всего захватывает. Ты знаешь, вообще журнал «Дарьял», он прославился тем, что всегда открывал новые имена. Никогда не закрывался в себе. Он не был там, знаешь, закрытым клубом для какого-то узкого клуба возрастных писателей, которые только себя опубликуют. Нет. Именно этим он стал известен. Тамерлан Татаев, упомянут тобой Джонни Рамонов, да, они все начинали в Дарьяле. Сейчас там их публикуют российские издательства крупные. Они премии берут, да. Берут федеральные, да. А вот как происходит процесс вот поиска авторов? Ну вот сейчас, в эпоху интернета, ты там серфишь инет, смотришь, кто что пишет или как? Или тебе наводки кидают? Совершенно по-разному. Как только я могу, что мне только в голову приходит, я сразу включаю этот канал и пытаюсь навести связь, да. То есть я действительно и серфю. Серфить, да. И просто через знакомых пытаюсь через соцсети как-то тоже заявить о том, что мы есть, пожалуйста, обращайтесь к нам. А много пишут вообще сами, инициативу проявляют? Я бы не сказал, нет. То есть пишут, присылают, но, к сожалению, много чего присылают, конечно, абсолютно невалидного. Дикий трэш. Дикий трэш, да. Но тебе все это приходится вычитывать? Ну, не вычитывать, да, иногда просто читать и бросать в урну, да, это сразу. Ну, есть же такой хороший пример, что напиши 3 книги, выброси их в урну, 4-я будет хорошая. Да, потому что все эти люди используют банальные сюжеты.
С другой стороны, вот давай опять же вспомним Джонни Рамонова, да? Когда он писал Реваза, это довольно банальный сюжет, но он банальный сюжет перевернул так хорошо. Ну, написал банального типулика. Ну, этот текст, он полон очень тонкой иронии в отношении нашего общества. Вот в чем его секрет. Кстати, насчет иронии. Сейчас вот сатиры, иронии. Журнал открывает потрясный иронический рассказ Геора Губаева «Незабываемый движ». Это офигенный рассказ, очень смешной и в то же время очень острый, который так тонко подкалывает, можно сказать, нашу действительность. Рассказ о том, как осетины в Москве воровали невесту. Да, это актуальная тема, это да. очень актуальная тема, как они пытались ее не уронить, да, как они искали сначала бурку, потом как они пытались ее в нее закинуть, и, в общем, я не буду спойлерить, но это очень смешной и очень тонкий рассказ. Ну, учитывая, сколько вот этих падений невест у нас происходило, Да, это прямо очень в тему. Ребята, кардиоида у меня двунаправленная сейчас, и на Алана тоже. Ну, давайте я поверну микрофон, почему-то ты все равно тише говоришь сейчас, чтобы люди... Я буду стараться говорить громче. Да, не, даже по идее должно быть час, но вот мы проверим еще раз. Хорошо. Вот. Так. Избили меня с мысли. Да. Ну, то есть вот это один пример иронии, а Да. еще там... Если вот тонкая ирония, как было у Джонни Рамонова, он же там не ирония была, там был жесткий стёб, понимаешь? Ну, можно и так сказать, да. Но он был, честно говоря, такой... Он все-таки тонкий был, он трудноуловимый был. То есть кто-то воспринимал этот рассказ просто как какое-то бытоописание совершенно реалистичное, да? 100%. Лишенное вот второго дна, да? Потайного дна. Которое, собственно, самый кайф там и есть в этом, да? В том, что это... У меня, знаешь, какая история была? Человек при мне, прочитав рассказ Реваз, случайно обратился к другому человеку, назвав его Ревазом, потому что он реально ему напоминал. И я говорю, хорошо, что он не читал, а то он обиделся бы сейчас на тебя. Ну да, он обрисовал такого полностью стереотипичную фигуру молодого парня. Угу. Как и Аделина, да? Ну, Аделина это более трагичный был рассказ. Ну, я их воспринимаю вместе абсолютно. Ну, продолжение одного. Я как помню, Аделина и Реваза не встречались, если не ошибаюсь, да? Это там какая-то связь была между ними. Нет, это уже было дальше, в других его рассказах, насколько я помню, да. Жалко, что он фантастическую линию не продолжил. А давай вот мы с тобой в Национальной библиотеке говорили про осетинскую фантастику. Да. Почему ее нет? Я бы хотел этот диалог продолжить, потому что тогда не совсем получилось хорошо обсудить, почему нету фантастики. Я, например, считаю, что вот у нашей фантастики есть большой потенциал. Но опять же, почему-то все упирается в каких-то космических алан, которые летают по планетам и кого-то продолжают ту же войну. Антураж поменялся и все. И нету никаких попыток переосмыслить наш эпос, попыток актуализовать его. Возможно, потому что это как табу воспринимается. Попробуй актуализуй то, что для многих может стать как оскорбление религиозных чувств, может быть. Понимаешь? Нет, но у нас были попытки и делать комиксы по эпосу, да. Деньги собирали и на художественный фильм, как помнишь, да, то есть попытки были какие-то, и никем это не воспринималось как оскорбление. То есть вполне это могло быть. Я не знаю, почему... Не заходит. Я могу только предположить, что в целом, мне кажется, общественная мысль в Осетии, она во многом обращена в прошлое. Мне кажется, даже чрезмерно обращена в прошлое. В каком-то смысле мы тут все больны ностальгией, больны тоской по прошлому, по какому-то величественному нашему прошлому. Причем как сильно отдаленному, про там какое-то совершенно далекое время, когда у нас были достойные старшие, да, там аланы. Для кого-то скифы, я, честно говоря, путаюсь, там, для кого-то сарматы. Там. И
Но в то же время мы тоскуем по совсем недавним временам, да. Постоянно идет вот это переживание 90-х, да, ах, как было хорошо в 90-х, ах, наша Аланя все выигрывала, какое было яркое время эти 90-е. Кто-то тоскует по 80-м, вот это было последнее время, наша интеллигенция осетинская, во всем этом есть правда, но постоянно создается культ прошлого. Я не знаю, я просто как предположение говорю, возможно, именно этот культ и мешает нам смотреть в будущее. И это может быть отсюда недостаток авторов, которые пытаются вот смотреть в будущее, пытаются как-то прогнозировать будущее. Не знаю, нет, у нас есть какие-то авторы, да, там Сергей Алагаты пишет фантастику, да, он просто не в этом номере в силу возраста просто. Вот, но, конечно, такой вот серьезной фантастики я не наблюдаю. Просто для серьезной фантастики нужен движ. Понимаешь? Да. Вот я смотрю, в США проводят комик-коны, проводят фесты какие-то, вот, где люди... Обрати внимание, что когда автор какой-то презентует свою книгу в США или в Британии, обязательно будет, что она одну главу читает вот, читателям. И это считается попасть на такое мероприятие, это вот прямо очень круто. У нас этого не происходит. Слушай, ну Артур Амаров, наш парень, снял фильм, короткометражный фантастический фильм на развалах отходов электроцинка. Ты видел его? Не видел. Ты не видел? Нет. Да, он уже есть в сети, он там пытался его где-то на фестивалях даже представить в Америке, в Европе. А когда вышел? Я первый раз он есть в сети, слышу, да. Какие-то небольшие даже премиум получил, насколько я помню, да. Длинное название «Кому нужен старый робот?» Что-то вот такое. Нужен ли Федеративному альянсу старый военный робот? Что-то вот такое, да. Прям совсем жестко. Да, прикол в том, что он снят вот на этих развалах отходов электроцинковских в промзоне. Да. Ну там только такое снимать. Ну да. Ну я вот не знаю, наверное, может не было презентации. Вот мне не хватает. Было, ты пропустил? Да. Но давай уточним, о чем мы говорим. То есть, о чем ты предлагаешь поговорить? О какой фантастике, да? Какого взгляда тебе не хватает? Вот тут прямо сейчас пишут, что из эпоса бы вышла отличная компьютерная игра в стиле Warcraft. Конечно. Ну вот мне не хватает не только тонкой фантастики, как Рэй Брэдбери, как Стругацкий. Я говорю вот прямо жесткой фантастики, вот, по примеру Warhammer 40 000, Warcraft и прочего, потому что наш эпос имеет хорошую базу для того, чтобы создавать. Но у нас опять-таки вот писательство это сугубо индивидуальная история. В США мы знаем, да, как вот коллаборации авторов бывают, целые альянсы авторов бывают, которые разрабатывают глобальный сюжет, а потом начинают по нему каждый писать свое и там потом обсуждают, где будут переплети. Вот. Это то, что совсем недавно, знаешь, мне в голову пришло. У нас действительно нет писательской тусовки. Да, у нас сейчас правильно сказал. У нас ее нет. Местные писатели не общаются друг с другом, их никто не знает, их не видно в общественном поле совершенно. То есть они сидят дома и пишут, и пытаются как-то себя продвигать поодиночке. Мне кажется, вот это то, что мне бы хотелось изменить. Создать именно такое общее писательское поле, что ли, тусовку, да, проще говоря. Это всем нам поможет. Но тебе не кажется, что многие у нас начинали писать как раз-таки, чтобы отгородиться от окружающего мира? Ну, это именно эта причина и есть, да. Я вот у Ромонова четко, он же скрывал свое имя, да, он долго, скрывал да. И вот этот весь стёб, да. Это, мне в этом читалась месть окружающему миру за что-то. Это была месть. Не секрет, что встроиться вот в реальность, в школьную реальность, ну, относительно жестокую. Да, это может быть не как там в США, но у нас тоже жестокая реальность школьная была. И я замечал, что те, кто вот пытаются что-то писать, они, как правило, таким образом прячутся вот от той реальности, в которой... Ну, правильно, это уход от реальности, это способ как-то создать свой собственный мир и в нем жить, да. Ну и в этом у них поэтому нарушены коммуникативные навыки и не появляются тусовки. А у американских писателей? Появляется. Почему? Я не знаю, там какая-то... буквально недавно смотрел сериал, и знаешь, чего удивился? Вот там постоянно
курсы умения писать, бесплатные. Вот ведет его там девушка, и там сидят 4 человека, они объясняют, как писать. И вот эти 4 человека каждый раз, это 40-летняя женщина, студент, понимаешь? И вот в США очень много таких курсов, вот просто свободных, когда люди приходят в свободное время, и вот с досугом у нас проблемы, у нас досуга нету. А тусовка где должна появиться? Она должна появиться на досуге где-то, где люди сидели, пили кофе, где они общались, где они обсуждали. Если кто-то сформировал какой-то лекторий, фест. Это сейчас у меня все, я бы с большим удовольствием, например, попал бы на какой-то мини-фест, журнала «Дарьял», куда бы они пригласили авторов, которым бы мы могли позадавать вопросы, поинтересоваться у них. Я думаю об этом, Алик. Я действительно это все планирую. Я не могу сейчас всерьез делиться этими планами, потому что я не уверен, что удастся это реализовать. Но у нас в планах и какие-то писательские курсы на базе журнала «Дарьял». Это было бы круто. Да, и проведение литературного фестиваля. Больше я пока сейчас не могу сказать, потому что, опять же, я не уверен в том, что это случится. Но я пытаюсь, я очень заинтересован в этом. Я поймал внутри себя эту волну, когда я почувствовал, что мне интересно, грубо говоря, раскачать литературное движение в Осетии. И я работаю над этим. Тут, кстати, пишут, что в Осетии были и есть известные, малоизвестные кем и неизвестные люди, о судьбе которых можно было писать романы разного жанра. Например, Кусраев Коста. Есть ли у нас писатели, кто пишет о них? Я сразу, ладно, я за тебя отвечу, что все-таки литература – это не только взгляд в прошлое, и не только нон-фикшн, да, когда ты описываешь реальность. Это еще когда ты придумываешь свою реальность. Да. Если честно, я устал немного от того, что у нас в Осетии пишут что-то про кого-то. Про конкретных людей, но очень мало, чтобы писали про общество в общем. Да. И поднимали какие-то... Все равно же, когда ты пишешь, ты какой-то гнойник поднимешь, и это не всегда приятно. Я не скажу, что я уверен, например, что я готов читать все об Осетии. Я могу разозлиться на что-то тоже. Это нормально. Если меня заденет, конечно, хорошо. Алик, почему таких, как Алан, в республике мало? Это неправда. Нас много. Тусовочка есть, то есть какая-то, которая вот прямо... перекидывается рассказами, а ты читал, вот эта молодая девочка, она пишет так шикарно. Есть, да, конечно. Я не знаю, что такое много и что такое мало вот в этом отношении, но действительно такая тусовка есть, и люди обсуждают то, что пишут они сами, и то, что пишут их ровесники и друзья. Все это есть. Мне бы хотелось, знаешь, что узнать? Мы когда, вот опять-таки, вспоминаем его выступление, там осетин было мало. Там были в основном люди с других регионов. Я же говорю, да. Я хочу понять, а много ли внешних читателей у осетинской литературы? Которые тебе пишут, что-то узнают, там, а вот этот автор вышел, вот, кто прямо там... Не могу сказать, что их много. Но в последнее время мне приходится ездить и представлять журнал «Дарьял» в необычных местах. И Москва тоже необычное место для того, чтобы представлять журнал «Дарьял», потому что все-таки это осетинский журнал, да, кавказский журнал, все-таки кавказской тематики, да, скажем так, кавказских авторов, вернее. И Москва. Потом сейчас я был в Новосибирске. Совершенно удаленные, да. Новосиб очень крутой город, очень продвинутый. Крутой, да. Очень продвинутый. Я впервые там был, и я был поражен, да. И люди заинтересовались, понимаешь? Там был литературный фестиваль «Белое пятно». Он проводится там больше 10 лет. Впервые был участник из Кавказа. Впервые кто-то рассказывал о современной, вот я рассказывал о современной кавказской литературе, да. Люди слушали с очень живым интересом. Кстати, за неделю до меня там были Оред Recordings из Нальчика, и люди мне говорили, какие классные ребята приезжали с вашего Кавказа, которые там... Оред и Булат вообще фантастический человек, да. И меня тоже, если честно, слушали с удовольствием, потому что то, что вот здесь написано, мне кажется, это будет интересно всем, реально. Вот как ты говоришь, что Кавказ – это мега интересное место, где куча сюжетов, очень интересных.
Вот, Ну, для меня Кавказ глубже, чем весь остальной мир. не знаю насчет всего остального мира. Ну, я серьезно, потому что меня цепляют. Но то, эти что это, вещи. да. Вот ты говоришь, меня тоже слушали там. Да. Я вспоминаю это выступление, которое вы можете найти на моем канале, где Алан говорит про 90-х. Я еще тогда подумал, что если бы Алан написал свои романтические чувства о 90-х, но при этом, зная тебя, ты бы, скорее всего, писал это не приукрашивая, а с элементами нон-фикшн, понимаешь? Я бы хотел почитать про 90-е. Я просто знаю, у вас есть поколение. Ты просто сейчас читаешь мои мысли, потому что это мой ближайший творческий план. Я вот сейчас впервые им поделюсь публично на самом деле. Надеюсь, это мне не навредит в том, чтобы его реализовать, но я сейчас задумал и начал работу над нон-фикшн небольшой книгой, которая будет посвящена именно 90-м в Осетии. Потому что это, опять же, уникальное время, которое, если его хорошо описать, оно будет интересно каждому. Потому что 90-е в Осетии — это уникальное время даже по меркам того, что мы вообще называем 90-ми в России. Намного интереснее, намного более особенное. У нас в 90-е было очень много денег. Вот, что дало безумный рост всему. Мне как-то Мадина Атаева сказала, Да. ты знаешь, Виталик, тогда были такие театральные постановки, Да. и они были настолько крутые, настолько свободные, что я Да. думаю, что если бы сейчас мы их сделали, то бы закончилось уголовными делами, Да. понимаешь? Да. Абсолютная свобода. Я слежу за тобой, вот за вашим поколением, Руслан Бекуров и прочее. Я вот вас вижу постоянную ностальгию по 90-м. Вот мне даже кажется, что вы вечно скучающие по 90-м люди, понимаешь? Я только что говорил, что это не очень-то здорово постоянно скучать Нет, по прошлому. у каждого есть. Ну да, есть этап. такое, да. И поэтому я в голову тебе специально не залазил, но ты так рассказывал о том времени. И я понимаю, что в то время мы о каких-то вещах можем мечтать, и в то время то, что сейчас происходит с нами, это казалось немыслимым, что вот обратно все так сузится, схлопнется. Потому что я вспоминаю даже вот недавно, когда появилась в соцсети «Контакт», там люди такие вещи писали, что Да. это сейчас статья. Но при этом я не могу сказать тебе, что тогда было экстремизма больше, чем сейчас, и что вот эти все статьи запретительные, они как-то остановили кого-то от экстремизма или что-то. Ты, кстати, ты как писатель, ты за абсолютную свободу слова или все-таки ты с ограничениями? Свобода, как ты знаешь, заканчивается там, где начинается свобода другого человека, да? Ну, а как ты можешь в своем романе ограничить свободу другого человека? Я не допускаю, например, никаких публикаций, где могут быть задеты чьи-то чувства, где есть какие-то оскорбления какой-то социальной группы или что-то подобное. «Американский психопат» ты читал? Нет. Ну, там это роман сплошных оскорблений американского общества, американских устоев. И я сейчас не могу сказать, что я согласен с этим. Критика одно, там прям оскорбления? Там жесткие оскорбления. Ну, да. Не знаю. Ну, слушай, многие люди, тут же тоже оскорбить чувства, это очень такой... Многие могут оскорбиться на что-то, а многие могут не на что-то. И то, что все вот сейчас оскорбляются, у нас же эпоха оскорблений и извинений. Ну, тотально, да? Да. То есть у нас все извиняются на камеры. И это очень сильно ограничивает пространство для маневра. С другой стороны, мне кажется, что даже вот эти ограничения, они, я сейчас скажу плохую вещь, да, но эти ограничения они иногда стимулируют развитие творческого потенциала, потому что тебе приходится так красиво все обходить. Да, такой эффект тоже есть, конечно. Я не знаю, наверное, в каком-то смысле я во многом руководствуюсь каким-то внутренним чутьем даже, а не какими-то жесткими принципами, я бы так сказал. А вот когда последний раз было такое, что ты читаешь, и ты понимаешь, круто, но давать опасно? Ну, часто такое бывает или не бывало? Вот здесь есть один очень, я все время говорю, здесь есть один очень интересный рассказ, но это действительно так. Написала его девушка, которую зовут Кира Белова, это псевдоним. Рассказ называется «Июльские костры», и он
он задевает вопросы цензуры и религии. И рассказ был написан в очень, как сказать, используя такие формулировки, которые действительно могли бы нанести кому-то оскорбление. Ну, в современных наших реалиях. Это важное уточнение. И когда мы говорили с Кирой, как мы можем... То есть сначала, я скажу честно, я сказал, что пока я не могу публиковать этот рассказ, хотя он мне сильно понравился. И сказал, что мы будем думать, что с ним сделать, потому что рассказ очень важен. И тогда она предложила сама выход. Она закрыла черными блоками те места, о которых я говорю, да, которые могли бы там кого-то обидеть или... Как секретные документы да. США закрывают. Да. И вы так и опубликовали? Вот, смотри, да. И добавили, что эти блоки — это авторская самоцензура, да. Можно я на камеру покажу, просто зацените. Как будто бы секретные документы США читаешь, да? Поближе даже вам. Не знаю. Ну, это красивый выход, но это же цензура все-таки. Ну, ты уже заинтриговал, я уже это читать буду, понимаешь? Ты уже... Сейчас. У тебя красное замигало? Вот мьют горит. Да, горит? Да. Все. Отлично. Ой. Ну, а сколько таких выходов мы еще сможем найти для свободной литературы? Не знаю. Я просто для себя недавно открытие мы их находим. Ну, есть там, Властийский Телеграм, там, соцсети и прочее. Ну, и есть те люди, от которых, мнение которых у меня прямо, даже как бомбит, подрывает. И меня это вызывало очень такие, негодования. Эмоционально иногда реагировал, да. Эмоциональный человек я. Ну, вот я недавно понял, ты знаешь, что я их мнение иногда нахожу настолько странным и непонятным, что меня это провоцирует на очень нетривиальные мысли. И это способствует какому-то творческому размышлению. Я об этом никогда не подумал, потому что он вот это вот так развернул. Это так нельзя делать, но он так сделал, что я об этом думаю. И с одной стороны, я, наверное, человек очень консервативных взглядов, но с другой стороны, я очень боюсь вот этой цензуры повсеместной, потому что она может нас вообще в угол какой-то загнать, и в какой-то момент жизнь вообще пресной станет. Понимаешь? Мы ничего читать не будем такого, что будет больно бить и заставлять тебя думать о другом. Вот. В 90-е вы били как хотели, и тогда трудно было задеть что-то. Да, я, наверное, нет, потому что я никогда не писал чего-то острого в плане литературы. Нет, я там обычно погружался в свои мысли какие-то и переживал какие-то подростковые ощущения, пытался выразить. Вот, но все-таки, наверное, какого-то ощущения свободы было действительно больше. Не могу, опять же, ты сам об этом говорил, свободы было больше, но люди при этом писали о своем внутреннем мире. Сейчас в условиях ограничения люди, наоборот, пытаются пробиться через эти нравственные кордоны, я не знаю, как сказать. Просто ты видишь стену, тебе хочется ее сломать. Да. Тут вопрос... Два вопроса. Насколько сложно продвигаться начинающим авторам? Есть ли примеры местных авторов, вышедших на широкую аудиторию? Повторимся уже. Мы уже упомянули, да, Джонни Рамонов, который Азамат Габуев. Сколько ему? Ему там лет 35, может быть. Может, моложе, я точно не знаю, но это наш молодой автор, который из Беслана, который начинал в журнале «Дарьял». Сейчас у него вышел роман в издательстве «Эксмо», это одно из самых известных российских издательств. Роман «Холодный день на солнце». Тамерлан Татаев из Южной Осетии, человек вообще уникальной писательской судьбы, да, который никогда не был писателем, который всю жизнь
воевал, да, прошел там войну в Южной Осетии, в Абхазии. В Южной Осетии не только в 90-х, но и в 2004-2008 воевал. И настолько ему было обидно потерять большую часть своих военных друзей, а военная дружба — это нечто совершенно иное, чем просто дружба, да, это люди, которые вместе прошли через какие-то критические обстоятельства, и терять такую дружбу — это очень большая психологическая травма. И это его настолько внутри гложило, что он взялся за перо, чтобы высказаться, чтобы избавиться от этого груза. И получились очень хорошие рассказы. Тамерлан Татаев, обладатель русской премии. Это авторитетная премия для русскоязычных зарубежных писателей. Он, как писатель из Южной Осетии, ее получил. У него уже 6 или 7 авторских сборников прозы. Он снял сейчас 3-й короткометражный фильм. То есть это человек набрал очень серьезный ход. Какой там был еще вопрос? Как продвигаться? Да, насколько сложно продвигаться начинающим авторам? Это сложно. Это сложно, потому что вообще в литературе продвинуться очень сложно. Потому что пишущих авторов сейчас невероятное количество. В России, в стране, и пробиться куда-то... А в Осетии? В Осетии пробиться не так тяжело. Обращайтесь к нам в журнал «Дарьял», и если нам понравится, мы вам поможем продвинуться. Вот. Виктор Чагир, я считаю, очень с большим потенциалом писатель, ему лет 30. Вот, кстати, у него есть один фантастический рассказ «Марцел», очень рекомендую, который полностью погружен вот сейчас в нашу реальность, северокавказскую. Там военный госпиталь, вокруг террористы, а внутри происходит что-то похожее на второе пришествие. Христа. Да, вот такой необычный сюжет, да. Виктор Чагир парень, мне кажется, с очень большим потенциалом. Он сейчас, причем, кстати, у него есть парочка фантастических рассказов, а сейчас он пишет исторический роман про Осетию 18-19 веков. Да. Прям как Черчесов? Да, и, там стиль изложения совершенно другой. Ты знаешь, я прочитал первые главы, это ощущение, что Тарантино сценарий ты читаешь. Интересный подход, да? Очень бойкий, очень. Кровь, отрезанные уши. Ты знаешь, я всегда думал, что для описания кавказской действительности очень бы хорошо подошли аниме. Кровь, вот это буйство крови, да. вот жесть какая-то, это иногда отличает, потому что даже если нартовский эпос, я бы хотел нартовский эпос в стиле аниме видеть, потому что вот это прямо то самое. Тут еще спрашивают, Алекс, спроси, пожалуйста, Лана, как он относится к творчеству Ирбека Дзуцева из Беслана? Я не знаю, кто такой Ирбек Дзуцев. Ирбек Дзуцев, если не ошибаюсь, это поэт. Я знаю, пожилой такой мужчина, он ведет YouTube-блог еще такой, он поэт, он пишет много, да, я понял. Кажется, когда-то давно мне попадались его стихи, но я не помню, честно. Я не знаю, что за блог он ведет, я, честно, не могу сейчас что-то сказать. Тут еще спросили, но почему-то удалили сообщение, но я все равно скажу, есть ли кумовство в Дарьяле? Кумовство? Ты был бы рад, но... Нет. Откуда? Это все-таки надо объяснить, что писательство в Дарьяле это... Вообще, много ли кто идет в писательство ради денег? Никто не идет, нет. Это бред. На писательстве в России точно невозможно заработать. У нас, по-моему, последний успешный, кто вот реально срубил много денег, это «Метро 2030», забыл фамилию. Прям единицы только могут это сделать. Да. Я имею в виду серьезную литературу, да, не этот ширпотреб. Я еще, знаешь, что хотел тебя спросить? Вот очень много у нас короткометражных рассказов, да? И я как понимаю, ты даже что-то несколько раз сказал про короткометражку. То есть у нас очень много материалов для сценариев короткометражек.
да, и я опять же, вот я удивлен, почему-то спайки не происходит вот этих вот людей, которые сейчас хотят снимать, а как я понимаю, снимать сейчас гораздо проще, в том числе, я думаю, что и, ты знаешь, этот фильм «Клерки», помнишь? Да. Вот его автор, я забыл, как зовут, он же сказал, что наш первый фильм мы потратили $10 тысяч, мы попросили у Sony Pictures, из них $9500 стоила камера, а остальные $500 мы потратили на монтаж. Черт побери, у вас есть ноутбуки, у вас есть камеры, что вам мешает делать реальный качественный контент? Я не помню, как его зовут, но это «Молчаливый Боб». «Молчаливый Боб», да. Это, к сожалению, и я вот тоже удивлен. Да, в этом есть свой смысл. Действительно, я могу одно сказать. Мы сейчас раскручиваем идею визуализации литературных текстов. И мы бы хотели, чтобы вот этот молодежный номер, чтобы привлечь режиссеров или просто молодежь, которая чувствует в себе желание и намерение снимать, видеографов, да, как сейчас говорят, чтобы это все перевести в видеоформат. Абсолютно мы не ограничиваем никак людей, чтобы это будет абсолютно их подход, их видение, то, как они переложат эти абсолютно разные рассказы в видеоряд какой-то. Вот это то, что я в продолжение того, что ты уже закладываешь фундамент для артхауса, фестиваля артхауса в Осетии. Абсолютно, да. Слушай, я, наверное, где-то бы сам хотел бы снять какую-то короткометражку, подключайся. Но не знаю, это смело слишком. Я тебе знаешь, что хочу передать? Мне недавно, кто не знает, Алан много лет ведет до сих пор блог на Кавказском узле. Да, много лет, и я с удовольствием его читаю, и многие его с удовольствием читают. И мне недавно сказал так: ты знаешь, говорит, Алик, я бы хотела жить в мире Алана Цхурбаева. Я говорю, что это значит? Ну, понимаешь, говорит, происходит какой-то трэш, религиозные какие-то вещи. А вот у Алана какой-то ламповый Владикавказ. То он встретит ребят, которые хор поют и как-то это опишет, то он вот на что-то обратит внимание. И вот у него такой ламповый Владикавказ, в котором хочется жить. Он такой вот какой-то нереальный, виртуальный ламповый Владикавказ. У тебя вот это, правда, у тебя настроение ламповости, оно вот есть всегда. У тебя добрый Владикавказ получается. Не знаю, насколько добрый. Мне говорили совершенно другое, что ты все время ругаешь, все время критикуешь, не знаю. Но, наверное, я понимаю то, о чем ты говоришь. Знаешь, когда-то давно я услышал фразу Чехова, я ее не прочитал, а именно кто-то мне ее рассказал, да, о том, что как Чехов представлял идеальный город, идеальное общество. Это общество, в котором никто никуда не спешит и все везде успевают. И я понял, что это просто идеальная формула, и я бы тоже хотел видеть Владикавказ именно таким, где люди никогда никуда не спешат, но и везде успевают. Ну, нас не спешат, но не успевают. У нас просто не успевают. Сейчас начинают спешить потихоньку. Тут, кстати, сразу пишут, что Алик, а почему Алан забросил свой блог на Кавказском узле? Я вам скажу, во-первых, я его обязательно реанимирую, но действительно я уже около месяца там не появлялся. Я, друзья, действительно был очень занят. Я работал над этим молодежным номером, который забрал у меня очень много времени. И не только времени, но и каких-то творческих внутренних сил, потому что это совершенно новый опыт для меня. Опыт создания чего-то. Потому что, ты знаешь, я понял, когда я начал работать в Дарьяле и задумывать какие-то проекты, часть из них реализовалась, и в частности вот этот номер, я понял, что до этого, будучи журналистом, блогером, я в основном разрушал в публичном пространстве. Все, что я делал, это было разрушение как журналист, потому что не в плохом смысле, а потому что я там поднимал какие-то проблемы, да, я разрушал какие-то мифы, я пытался сказать, что это не так, как нам говорят, нам врут, нас обманывают. Да, и моя деятельность во многом была завязана на разрушение каких-то мифов, стереотипов. А это совершенно новая работа. Это процесс созидания. И он меня невероятно увлек. Поэтому я чуть-чуть позволил себе оставить своих подписчиков блога
на какое-то время без внимания, за что я прошу прощения, но я обязательно вернусь. Я просто объясняю, почему так получилось. Ну ты сейчас знаешь, как ты так очень хорошо разграничил область того, чем в том числе я занимался, вот, ну, благосфера, вот это все, и другую сторону. Ты сейчас правильно сказал, что в основном мы занимаемся оппозицией, противостоянием, разрушением, борьба с чем-то. В то же время, и у меня, кстати, тоже та мысль, я вот как-то хочется потихоньку отойти от того формата, хотя он, безусловно, более смотрибелен и интересен для людей. Вот именно жесткое противостояние, оно им интересно, да. А мне хочется вот поговорить о литературе, увидеть лектории в Осетии, потому что, во-первых, то очень много эмоциональных сил съедает. Да. А это, наоборот, тебя насыщает. Да. Лекции, мероприятия. Я еще тебе с самого начала поэтому говорил, что досуга нету. В Осетии нету досуга. Хотя я как переехал сюда, многие говорят: Алик, ну во Владике нечего делать. Я говорю: ребята, я не знаю, у меня во Владике времени не хватает, потому что ну, там в портале что-то происходит, там, ребят. Но если ты вот попал в этот маленький движ, нырнул в него головой, то здесь что-то происходит невероятно крутое. Я вот очень бы с большим удовольствием хотел бы что-то вот от тебя увидеть, чтобы ты вот какие-то литературный кружок или обсуждения, или публичные дискуссии, потому что я думаю, у тебя бы это получилось очень круто. Вот. На самом деле есть какие-то, не какие-то, а определенные литературные кружки, там при научной библиотеке, в ГМИ, по-моему, есть. Но чем больше, тем лучше. И я бы действительно хотел сделать свой, со своим видением, да, того, как это должно проходить. Вот. Не знаю, я очень надеюсь, что это тоже получится сделать. Вот тут пишут, во-первых, было ли у Алана когда-нибудь желание уехать из Осетии? Конечно, было. Конечно, было. И, скажем так, только какие-то обстоятельства внутренние помешали этому реализоваться. Я очень долго в молодости собирался уехать. Вот. В итоге уехали все мои друзья, кроме меня. Ну, не все, но очень многие. Очень многие, с кем я учился, и парни, и девушки, наверное, большая часть, 60-70% большого круга моих знакомых уехали за границу. Ну, а сейчас как получилось? Желание? Сейчас все намного сложнее. Говорить о том, чтобы прям переехать, я не могу сказать, что у меня есть сильное желание вот сейчас все оставить и переехать. Честно говоря, меня сейчас так увлекает то, чем я занимаюсь, что я не думаю о таких вещах. Но меня увлекают путешествия, конечно, и поездки. Не, ну путешествия это само собой. Да. Тут вопрос, он уже повторяется, но все-таки задам. Алик, Алан, почему наши современные исполнители, в частности Мияги, пишут песни на смерть укурка Боба Марли, но не на героическую смерть Мохаммада Тумаева? Ну, Алан только что сказал, что вот пишут роман о событиях там. Во-первых, это, да. Во-вторых, я же говорю, вот молодой парень сейчас пишет очень интересный, очень детализированный такой роман, который вас удивит, я вас уверяю. Он, кстати, частично уже опубликован в журнале «Дружба народов». Я первый раз такой журнал сейчас слышу. «Дружба народов»? Да. Ну, я не в теме вообще «Дружба народов». «Дружба народов» — это... Это местный журнал? Нет, это советский журнал. В советское время возник журнал, который объединял именно союзные народы, народности, да, и у него были там какие-то невероятные тиражи в советское время, чуть ли не там, ну не помню, десятки миллионов точно были там тираж. Сейчас он тоже существует и объединяет литературу всей России. Он как раз работает на регионы. Ну вот в эпоху интернета, соцсетей, вот это все, какая «Дружба народов», надо зайти и так почитать, нет? Зайди, «Дружба народов» есть и в твоем телефоне. Ну реально, то есть можно почитать. Есть, конечно. Да, тогда да. Жду от тебя ссылки на хорошо, автора, хорошо. первые главы его тоже почитать. Хорошо. Но я, кстати, не согласен со словом «укурок» Боб Марли. Как-то это, он, конечно, курил и немало, но как-то это прозвучало все-таки немного обидно, потому что этот человек был выдающийся не только музыкант, но и политический деятель, человек, который на сцене как-то
помирил там какие-то гигантские криминальные группировки там в Ямайке, и люди благодаря этому там перестали друг друга уничтожать, убивать. Он пропагандировал мир, любовь, так что это просто, я, к слову, укурок. Не, Боб Марли, да, такой убежденный пацифист был. Да. Не могу сказать, что меня фигура его интересует, но тоже не буду вряд ли тут что-то говорить. А что, Мияги записал песню? Ну, я Мияги... Я не слежу за Мияги. Да. Ну, кстати, при всем моем уважении к нему, да. Я знаю, что это очень хороший парень, очень, но я эту музыку не могу, ну, я ее не воспринимаю. То же самое. Да, я как-то... Ты знаешь, я текстоцентричный человек. Если я хочу послушать хорошую музыку, я послушаю скорее английскую, иностранную, но если я хочу послушать хорошие слова, то я буду слушать БГ, я буду слушать там Летова того же, я буду слушать там Шклярского и других, понимаешь? Ну мы, наверное, те, кто вот застал эти 90-е, они все текстоцентричные. А сейчас мы, видишь, мы с тобой даже перешли в видеоформат, да. Потому что вот такое длинное интервью, где мы спокойно обсуждаем, его бы никто не прочитал. Да, это понимаешь? точно. И не обсуждал, к сожалению. Ну, я думаю, потихоньку мы завершим на этот наш стрим. Единственное, что я от Алана жду реализации его творческих планов. Роман о 90-х. Ну да, очень хочу надеюсь, почитать. Да. Тем более, ну, вы-то, наверное, вот застали прямо какую-то вот те самые 90-е. Мы ж вот конец прямо, я помню. Вы чуть-чуть раньше. Мы самое начало и середину, да, хорошо застали тогда. Да, и вот, кстати, Рустотров, когда про 90-е рассказывает, он в кучу фамилий называет, а я их даже не знаю, кто это, что это. Так, еще вопрос. Давай. Добрый вечер. Можно поинтересоваться, кто назначил Алана главредом, по сути, единственного литературного журнала, там, что, ну, учитывая, что Алан не имеет работы в журналах и не является писателем? Да, справедливый вопрос. Я также не называю себя писателем. У меня в основном журналистский опыт. Хотя, опять же, начинал когда-то я именно с литературы и в 90-х публиковался здесь. Меня пригласила на эту работу главный редактор журнала «Дарьял» Ольга Тотрова. Попросила сама возглавить этот журнал. А назначил меня уже комитет по делам печати. Ну, я помню. Ольга Тотрова по-прежнему работает в журнале. Мы отлично вместе работаем, и у нас такой, как сказать, взаимопонимание между поколениями. Не просто взаимопонимание, а я узнаю очень многого и от нее, и мы вместе пытаемся придать журналу тот образ, который у него всегда был. Ну, в общем... Ну, я, если честно, брал несколько журналов, я их открывал, но у меня, опять-таки, у меня проблема, у меня деформация произошла, мне уже сложно долго читать длинное описание. Я хочу сразу мясо. Что произошло? Вот у меня в голове эта мысль, я привык к некоротким материалам, и вот у меня вот это стало опять возвращаться, любовь к длинному чтению, вот буквально год назад, 2 назад, когда я стал читать вот долго, длинно, и мне это стало наслаждаться, потому что устал от того формата. Но вот сейчас ты меня уже заинтриговал несколькими сюжетами, я их уже по-любому буду читать, потому что без вариантов. И я, наверное, буду про них писать, размышлять. Я, кстати, тебе очень хотел бы порекомендовать, не знаю, или может приходить ко мне на видеоблог, или саму запустить видеоблог со своими размышлениями о каких-то рассказах, потому что люди гораздо... Вот я заинтересовался, честно, я бы его взял бы, я бы его, скорее всего, не прочитал. Но именно после твоей рецензии, твоих слов, мне хочется прочитать. То есть ты хороший мотиватор для того, чтобы читать свой журнал. Сейчас время такое, если не представить свою продукцию, она не дойдет до читателя. Это раньше было так, что читатель сам охотился за контентом, да, как сейчас говорят. Сейчас контент охотится за читателем. Еще спрашивают, добрый вечер, а почему Алан забросил формат «Хватит смеяться»? У тебя же выходила передача такая. Ой, ну это было давно совершенно, в каком году? В 11-м, что ли, или в 12-м году. Да, была передача на ВГТРК Алане «Перестаньте смеяться». Да. Ну,
Ты тоже там выстебывал какие-то Да, фразы. да, это был такой, ну, не к тому, чтобы хвастаться, но как-то передача до сих пор осталась в памяти людей, что меня, честно говоря, удивляет. Это был очень короткий такой 50-минутный формат, сатирический. 5-10 минут. 5-10 минут, да. Где я пытался на какие-то проблемы посмотреть так немного с долей юмора. Мне очень удивительно, прошло, я не знаю, 6, 7 или 8 лет, до сих пор кто-то может подойти ко мне и сказать: «О, это ты, я помню тебя, ты вел эту передачу, как она там, смеяться, что-то такое, спасибо тебе». Меня это шокирует, честно говоря. А не прилетало тебе за то, что ты там что-то выстебывал, там претензий не предъявляли тебе? Чего ты там вот это? Ты знаешь, тогда руководителем Алании был Алан Дембеков, и как он потом мне сказал, когда я закончил как бы сезон этих передач, он сказал, что прилетало ему, но он мне этого не говорил. И это я зауважал такой подход. Ну, это очень интересно. Да. Тут меня спрашивают, скажи, почему ты вернулся в Осетию после учебы в Москве? У тебя же тоже был... А тебя спрашивают? Да. У тебя же тоже был этап возвращения в Осетию. У тебя долго здесь Да, не было. да, я 3 года жил в Питере, да, в аспирантуре, да, потом вернулся в Осетию. Ну, я хотел бы тебе этот вопрос переадресовать. Почему ты вернулся в Осетию? Честно говоря, это личные обстоятельства. Личные обстоятельства. Да. У меня, я в какой-то момент испугал, я не сразу после учебы вернулся, я 13 лет прожил там, в Москве, я в какой-то момент испугался, знаешь, я уехал, я понял, что если я сейчас не уеду из Москвы, она меня засосет и переварит, я это прямо чувствовал. Дорога, очень много отнимает дорога, очень плохая еда и отсутствие близких людей, это демотивация страшная. И я вот возвращаюсь каждый раз в Москву, я вот становлюсь около таких, есть районы, где очень много высокоэтажек, человейники, не муравейники, а человейники. Я на них смотрю с таким большим страхом. Меня даже уже Владикавказ начинает пугать количеством людей, понимаешь? Потому что я во Владикавказе кайфую то, что я иду по городу, я каждого человека знаю, через каждые 5 минут, вот по телефону говоришь, и через каждые 5 минут придется скажем салам, здорово. А у тебя иногда не возникает желание никого не видеть какое-то время и скрыться ото всех желаний? Я очень люблю ты такой людей. человек. Я, наверное, задолбал про это говорить, я христианин, и уже в сознательном возрасте стал, потому что я правда очень сильно люблю людей. Я кайфую от людей, именно, я наверное, не скажу, что я любил людей где-то там, находящихся где-то там в Берне или в Мюнхене, да, я этих людей не знаю, но вот здесь в Осетии я очень люблю людей, у нас такие колоритные люди. Ты знаешь, ты прекрасно знаешь Тому Берости. Тому это вообще... Да. Он сочиняет шикарные мелодии и поет на остинском языке, просто гениальные какие-то вещи делает в плане музыки. И совсем недавно мы в Цхинвале были на музыкальном фестивале, где он выступал, я в очередной раз был покорен. Я ему говорю, что ты как тебе является эта музыка и какую музыку ты хотел бы вообще делать? И он мне сказал: я бы хотел делать такую музыку. Представь, сказал он, что во Владикавказе живет 1 миллион человек. Это музыка для Владикавказа миллионника. Вот это какая-то формула, которую я даже не до конца понял, но как-то очень по-умному он сказал. Джербджеш приезжали сюда, ороды их привезли, и ведь это постфолк. Они нардские сказания, какие-то песни, они пели. Для человека это вообще может показаться рэпом, да, для кого-то, шаманизм чистый, да, и вот я думаю, что он это имел в виду, он мне тогда говорит, ты понимаешь, они традиционную музыку так переосмыслили, что она при этом осталась традиционной, но она звучит просто по-новому. Именно, вот ты объяснил, да. Или бзу, ты знаешь бзу? Нальчикские эти электронщики. Нет, бзу не знаю, к сожалению. Я сейчас посмотрю, погуглю сразу. Тут еще пишут, 3 года назад Алан писал в своем блоге на Кавказском узле: я себя журналистом не считаю, был когда-то, уже нет. А в этом году он на Красной площади заявил, что трудится 17 лет журналистом. Так, журналистам какого СМИ? Слушай, тут Денис Румянцев, я не знаю, кто, это прям твой фанат, он наблюдает за тем, что ты писал. Поймали меня на слове, да.
Наверное, я не совсем точен в формулировках. У меня нет такого, что я какое-то четкое время работал журналистом, потом совершенно забросил журналистику, ушел там в блогерство или что-то. Я одно время был действительно больше журналистом, другое время меня это достало, я сконцентрировался только на блоге и оставил всю репортажную деятельность. Потом снова вернулся, освещал эти суды бесланские в 16-м или в 17-м году. Ну, твоя журналистская деятельность началась... Я хочу просто этому парню сказать, что молодец, что поймал меня на слове, но да, я, наверное, был не очень точен в определении своей профессиональной деятельности. Слушай, меня постоянно называют журналистом, так что я иногда сам говорю, что я журналист, но при этом себя журналистом, по факту не считаю. Да. Но ведь твоя журналистская деятельность началась именно с Беслана. Да, совершенно Я точно. просто читал у тебя в блоге, что ты как раз вообще все вот это писательство, тебя заставил именно Беслан. Я, наверное, могу о себе сказать, что журналистом я стал 1 сентября 2004 года. Я как раз вернулся незадолго до этого из Питера и как бы был в поиске себя. Потом случился теракт в Беслане, и все пошло-поехало. Ну вот видишь, тебя до 2001 года ты задумывался о писательстве, вообще писать что-то там или прочее? У меня были мысли именно писать как литератор, да, заниматься писательством, но не журналистикой. Ну, я думаю, что, видишь, в какой-то момент для нашего региона было актуально нон-фикшн. То есть вот то, что происходит прямо сейчас и здесь описывать, и это уже довольно интересные истории. Надо было писать книгу после Беслана, я так думаю. Ну, это тяжелая, конечно, такая вещь. Я не могу сказать, что я хотел бы от тебя книгу о Беслане, потому что я представляю, какие моральные усилия психологические, чтобы человек заново это все пережил и написал. Вот именно, да. И, может быть, в том числе из-за этого я не взялся за это. Знаешь, был такой момент, когда первые несколько месяцев после теракта приходилось практически каждый день заходить в спортзал. И в какой-то момент я просто не смог туда зайти уже. Просто вот остановился, и физически уже мне не хватило сил туда зайти. Все, я закончился. Внутри у меня все силы вдруг вот это, какое-то вот резкое было чувство. Я понял, что все, надо выключиться на какое-то время. Так что все люди, которые написали эти достойные книги, документальные о Беслане, они действительно сделали какой-то душевный подвиг внутри себя, пронеся через себя все это. Это действительно очень сложно. Я просто с адвокатом, кто вообще был погружен в это дело, следствие и прочее, с ними разговаривал. Они говорят, что просто в какой-то момент там уже голова ехала, уже нездорово было. Тут тебе задают политические вопросы. Не отпускают тебя, Алан задают вопросы. Давай заканчивать уже. Алекс, спроси, пожалуйста, Алана, на выборах РСО 2021 года за кого он будет голосовать? Таймазова, Татонова или Макиева? Нет, я не буду голосовать. Вообще? Нет, вообще не буду голосовать, нет. Почему? Или, в принципе, ты у тебя не видишь кандидатов? Я уже много лет не голосую. А в каком, я понимаю, почему ты не голосуешь, а в каком случае ты бы голосовал? Наверное, очень много чего должно измениться в нашем обществе, чтобы я снова пошел на выборы. Вот действительно очень-очень много всего. Я не могу назвать одну причину, по которой я пойду голосовать. Это интересная позиция. Я для себя тоже не сформулировал. Если будут прямые выборы, свободные, без всяких фильтров, я, наверное, пойду голосовать. Даже если мне кандидаты не будут не нравиться. Потому что мне, знаешь, на юге Осетии мне нравится подход, вот даже в отношении Бибилова. Многим он не нравится, но он говорит, слушай, не нравится, но мы выбирали этого президента, он наш президент. Выберем другого. Но вот такой подход мне близок. Возможно. Тут пишут, огни дискотек писались в каком контексте, в каком городе? Огни дискотеки просто. Огни дискотек это, наверное, такая мешанина из тбилисских и владикавказских воспоминаний
плавно переходящих одно в другое, потому что там нет упоминания города, да. Основное воспоминание, которое послужило образом для названия этого рассказа, это тбилисское воспоминание. Но внутри рассказа там много, конечно, владикавказских переживаний. Еще вопрос. Я, наверное, это уже последний вопрос, уже будем закругляться. Алан, от чего зависит популярность некоторых совершенно посредственных книг, коих сотни? Одни выстреливают, другие, не менее значимые, остаются в темноте. Ответь ты. Я не знаю, почему так. Мне тоже трудно сложно сказать. Давай честно признаемся, люди любят дерьмо. Вот правда. Ты сформулировал. Да, людей тянет на дерьмо, я не осуждаю, вот вообще не осуждаю, но людей тянет на это, и какая-то литература... Я думаю, что не надо по этому поводу горевать, и не надо об этом много задумываться, потому что читайте то, что вы считаете достойным, и пропагандируйте то, что вы считаете достойным, да. Пишите об этом, если вы... Вот, ты сейчас правильно сказал. Ведь если никто не будет пропагандировать то, что он считает достойным, никто не узнает. Да. Одна британская писатель, она после того, как она увидела очередного человека, читающего 50 оттенков серого или темного, я не помню, в автобусе, она сказала, я готова поставить на этом крест, на нашей британской нации, да, учитывая, что вот этот трэш люди читают. На нее очень много хейта свалилось, она потом извинялась за такие слова, что она не имеет права говорить о вкусах, но потом она разразилась все-таки тирадой о том, что люди, вкус, его надо воспитывать. Чтобы у человека появился вкус, это надо над ним совершить насилие. Да? Ему надо прививать сложные вещи. Вот мне в свое время не привили классическую музыку, мне очень сложно ее слушать. Хотя я понимаю, что она гениальная, она гораздо более созидательна. Вот сейчас нам кто вкус будет прививать? В литературе? Да. Ты имеешь в виду... Уточни еще раз вопрос. Я просто смотри... Кто наши ориентиры или не что? Не то, что ориентиры. Мне еще такой метафора. Друг привел хороший пример. Понимаешь, говорит, все думают, что есть, говорит, два мира. Что вот наш консервативный, там, вот скрепы и все остальное, и вот развратный, порнуха страшная. На самом деле, нет, знаешь, говорит, вот будущее какое у нас. Это, говорит, маленький двухлетний ребенок, одногодка даже, который не умеет говорить, его садят перед большим телевизором и дают пульт, и там 200 каналов. И зайди через 20 лет, там может быть человек-рыбка, который просто смотрел все эти 20 лет рыбок, и он будет открывать рот и закрывать рот. То есть не факт, что он трудится на порнуху, на какой-то стадии, он трудится на все остальное, но все это страшно. Да? И хотя я за свободу, но вот должны быть какие-то вот базовые точки, через которые ты должен пройти, чтобы вот, не стать человеком-рыбкой. Понимаешь? Сейчас, в советское время, раньше был некий ценз, чтобы человек был напечатан, чтобы человека можно было где-то прочитать, он должен был пройти через какой-то минимальный ценз. Сейчас мы, как Насим Талеб, вот он мне сказал в личной беседе, что, понимаешь, Виталик, мы сейчас опустились на... Мы как дикари снова стали. Опять, когда каждый человеку может что хочешь говорить. То есть нету иерархии, интернет разрушил иерархию. Вот в этих условиях что делать? Как ты видишь? Во-первых, читать журнал «Дарьял». Да. И я, конечно, шучу, но... я занимаюсь литературным процессом, да, в Осетии. И мне кажется, то, что он жив, то, что находятся молодые авторы, это значит, что в нашем обществе все нормально. Это здоровое общество. То, что есть люди, которые так по-разному пытаются смотреть на реальность, анализировать ее и художественно ее обобщать. Что нам делать? Не знаю. Стремиться быть интеллектуально подкованными, стремиться критически смотреть на реальность, стремиться выражать себя, пропагандировать хорошие
Не знаю, вот у тебя немного общий такой вопрос был, поэтому Ну да, я я общими... Я знаю, что Общие ответы я даю. предлагаю. Ну вот сейчас мы уже точно закончим стрим, а тут вопросы идут, мы на все вопросы все равно не ответим. Я предлагаю, знаешь что, я хочу прочитать несколько рассказов. Я думаю, что они меня зацепят. Я бы хотел бы с тобой сделать видеообсуждение, может быть даже с выдачей спойлеров, Мгм. но мне не хватает обсуждения. Мгм. Понимаешь, я бы хотел бы с тобой, может быть, еще кого-то позвать, и мы бы сделали в такой видеоформат обсуждения литературы. Литературный клуб, видео, да? Видео, вот может в режиме стрима, может быть в режиме записи. Стрима, Супер. наверное, проще, потому что люди еще пишут. Вот, но давай где-то сделаем с тобой литературное онлайн обсуждение рассказа. Одного из вот этого, и всё, Супер. что написано. Договорились? Давай, давай, хорошая Большое идея. спасибо, Алан, что ты пришел. Тебе спасибо, Я надеюсь, всем- от тебя и роман про 90-е, ну, блин, это прямо в голове. Вот, и надеюсь, литературу, ты будешь двигать литературу дальше. Стараюсь как могу. Я новичок в этом, совершенно справедливо сказали, но я стараюсь как могу и учитываю мнение старших, их опыт, и пытаюсь. Ты сейчас как хожий и Роллапу сказал, учитывая мнение старших, короче. Я знаю, что ты этим болеешь. Я поэтому, вот это самое важное, чтобы человек болел этим. Я как бы это вижу. Вот, ну, наверное, мы на этом завершим стрим. Я буду сейчас читать, буду обсуждать, может, на какие-то мысли меня сподвигнет, я сделаю пару видео, а потом мы с Аланом будем обсуждать онлайн это все. Договорились. Спасибо большое за вопросы. Нас смотрело 30 человек онлайн. Это хорошо. Мы не хайповали, мы не обсуждали какие-то грязные вещи, мы Да, говорили да, о высоком да, интеллектуальном продукте. Все тебе пишут спасибо. Всем спасибо, большое спасибо. Всего хорошего. Сейчас я только завершу трансляцию. Тут тоже это непросто сделать. Так, секунду. Кстати, вру, 31 человек нас смотрело, и мы уже 1,5 часа, даже больше ведем. Завершаем.